Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Человек приручил диких животных еще во времена каменного периода и сразу же стал использовать их как рабочую силу при обрабатывании земли, брал с собой на охоту. Первым из одомашненных животных стал волк, предок современной собаки. Как только люди поняли, что лай собак отпугивает других, более опасных зверей от их жилища, они стали использовать собак в качестве охраны от врагов. С тех пор собака – лучший друг и помощник человека. Таким же одним из самых верных друзей человека с незапамятных времен считается лошадь. Одомашнив ее, человек получил в помощь не только друга, но и кормильца. Самые древние останки домашней лошади найдены на территории Башкортостана и датируются 7-6 тысячелетием до нашей эры. Люди каменного века держали лошадей в то время только в качестве скота. Также на этих доисторических стоянках найдено много инструментов и оружия из костей лошади. Хорошо сохранились полиолитические рисунки лошади и в пещере Шульган-Таш. Аборигенной породой для Южного Урала является башкирская порода лошадей, поскольку ее формирование состоялось без участия человека. Вследствие природного отбора лошади приобрели необычайную выносливость, приловчились выживать в трудных условиях и при любой погоде. Широко известны были башкирские тройки, на которых без отдыха и кормления в пути можно было за 8 часов преодолеть 120-140 километров. Петр Иванович Рычков в своей книге «Топография Оренбургская» писал, что башкирская лошадь в России издавна считается крепкой породой лошадей. По его словам, немало башкир держали 300-400 лошадей. Рычков писал, что башкиры как зимой, так и летом содержали табуны в степи, и что как бы ни глубок был снег, башкирская лошадь привыкла разгребать, тебенить снег и питаться подснежной травой. Неприхотливую, сильную и выносливую лошадь издавна в Башкирии почитали как национальный символ. Во многих башкирских народных сказаниях ей уделено особое внимание, где лошадь – верный товарищ башкирского батыра. В башкирской мифологии Тулпар – это сказочный крылатый конь, рожденный в пучине вод. Акбузат – крылатый конь небесный, играет важную роль в башкирских эпосах Урал-Батыр и Акбузат. Такое внимание лошадь заслужила тем, что она была и остается самым универсальным животным в башкирских семьях и сельском хозяйстве. Республика Башкортостан относится к регионам традиционного кумысоделия и кумысолечения. Здесь расположены почти все крупнейшие кумысолечебницы страны. Среди многих пород лошадей, использующихся в дойке, лошади башкирской породы отличаются самым высоким индексом молочности. Все больше и шире используются возможности башкирских пород лошадей в развитии спорта. Беге, скачки, бега, джигитовка, конно-лыжный спорт. Особенный интерес вызывает такой вид туризма, как конный, по красивейшим местам нашей республики. Пройти вглубь леса, подняться на высокие горы, переплыть реку можно на лошадях. Но сейчас редко где можно встретить чистокровную лошадь. Люди перестали наблюдать за чистотой этой породы. Поэтому большая часть башкирских лошадей имеет родство с другими породами – арабами, орловскими рысаками и тяжеловозами. Поэтому наша задача – сохранить генетически чистую породу башкирской лошади с ее уникальными характеристиками. В Национальном музее Республики Башкортостан в разных залах можно встретить элементы упряжи, аксессуары и манекены башкирских лошадей. Наши экскурсоводы расскажут о них много интересного и познавательного. Мы будем рады видеть вас в нашем Национальном музее.